Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Отражение» на телеканале «Войнах» и заместитель мэра города Грозный Муса Тутуев, с которым и поговорим о жилищном коммунальном хозяйстве города Грозный. Как обстоят у нас тут дела? Согласитесь, тема очень актуальная. Машо Муса. И сразу переходя к нашему разговору. Позвольте начать нашу беседу с ключевого вопроса на сегодняшний день. Каково состояние жилищно-коммунального хозяйства города Грозный на текущий момент? В первую очередь хотелось бы отметить тот факт того, что жилищно-коммунальная сфера города Грозного, как и все остальные вопросы, находится на личном контроле главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахмадовича Кадырова, а также мэра города Грозного Кадырова Хасмагомеда Шахмамедовича. Поскольку это как раз-таки один из жизнеобеспечивающих сферы, без которого, в принципе, развитие других сфер невозможно. Соответственно, как вы отметили, это одна из таких одновременно острых и необходимых сфер для жизни города, соответственно, населения. Если сказать коротко, как обстоят дела в сфере жилищно-коммунального комплекса, за последние годы очень большой объем работы проведен в этой сфере по замене ветхих коммуникаций. Хотелось бы отметить, за последние 5 лет порядка 600 километров чисто водопроводных сетей заменили. Это очень большой объем для такого города, как город Грозный. И также сети водоотведения, сети ливневые сети, и много других вопросов, которые касаются по реконструкции и строительству объектов жилищно-коммунального комплекса. Это касательно теплоснабжающих объектов, водоснабжения, водоотведения, в том числе газа и электрика. Поэтому, если сказать в целом о жилищно-коммунальном хозяйстве города Грозного, считаем, двигаемся в правильном направлении под непосредственной поддержкой нашей главы Чеченской Республики. Понятно. А вот каким был уже уходящий год для ЖКХ в плане достижений? Вы сказали 600 километров водопроводных сетей. Уже проложено. А что еще сделано в этом году? Какие принимаются меры усовершенствования системы? Хочу отметить, что за последние 5 лет данная цифра, которую я озвучил, не в этом году. Если говорить в целом о текущем уходящем годом и истекшим 3 кварталами текущего года, действительно, как мы знаем, данный текущий год был объявлен, опять-таки, главой Чеченской Республики, героем России Рамзаном Ахмадовичем Кадыровым годом города Грозного и нового района имени президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Соответственно, был составлен план мероприятий по реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса. Если мы говорим об итогах, такие промежуточные итоги, процентов 95 практически все работы завершены, в связи с тем, что как раз таки у нас, начиная с ноября месяца, погодные условия ухудшаются. С учетом этого у нас ежегодно план составляется для реконструкции и строительства на 3 первых квартала. И касательно дорожного хозяйства, у нас проложено около 50 километров дорог, в том числе 20 километров. Это такие основные магистрали, которые реконструированы, доведены до 6 полос. То есть это объекты и наши жители, и не только, наверное, увидели. Все объекты практически открываются с участием главы нашей республики. И все достижения в дорожном хозяйстве уже видны, большие крупные объекты открыты. И касательно замены водопроводных сетей, сетей водоотведения и ливневых сетей, естественно, это направление тоже не отстает у нас. И в текущем году порядка 50 километров водопроводных сетей заменены.
и сети водоснабжения, водоотведения в общей сложности более 40 километров. Эти работы не останавливаются, эта работа проводится круглый год и поэтапно, в принципе, обновляется, как и другие объекты жилищно-коммунального комплекса. Смотрите, тут такой вопрос у меня, Муса. Управление жилищно-коммунальным хозяйством, это вы знаете лучше меня, задача комплексная и сложная. Согласитесь? Да. Учитывая это, каково общественное восприятие работы ЖКХ в городе Грозном? Скажу так, преобладают ли довольные отзывы или критика больше? Ваше мнение? Если сказать, действительно, это как единый организм функционирует система ЖКХ, поскольку в него входит оказание услуг различных сфер. Это начиная от газоснабжения, электрика, вода, тепло. Конечно, мы над этим смотрим, динамику смотрим количество обращений в адрес мэрии, и не только, в принципе, и в соцсетях все контролируем. У нас по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет, за последние 5 лет, у нас динамика идет только в положительную сторону. Естественно, это не значит, что мы не видим как слабые стороны, скажем, и такие моменты тоже присутствуют, поскольку сфера очень развернутая, и любой специалист, который не дорабатывает на уровне управления, скажем, содержанием дома, это влияет опять-таки на общие показатели рейтинга. Критика есть? Да. Ну, без критики не будет, если даже я буду говорить, что все идеально, это идеального нету, поскольку мы над этим занимаемся, реагируем, и самое главное, мы знаем, где необходимо дальнейшую работу провести, где усилиться, но при этом хотелось бы тут именно подчеркнуть тот момент, что сфера жилищного коммунального хозяйства не может отдельно существовать без поддержки самих жителей. То есть это в первую очередь бывают такие обращения из-за незнания, скажем, действующего законодательства. Некоторые люди думают, что та или иная организация должны, включая даже их внутренние ремонты делать. То есть такие обращения тоже бывают. Но при этом каждый должен понимать, что если взять в целом сферу, что это единый организм, который должен существовать с жителями города Грозного. И для этого большое внимание уделяется мэром города Грозного Кадыровым Хасмагомедом Шахмамедовичем. Как раз таки у нас составлен план работы на следующий год, чтобы максимально увеличить взаимодействие именно с населением в плане разъяснения, в плане того, что задействовать людей в общую систему ЖКХ, чтобы они понимали, чем занимается мэрия, чем занимаются городские службы, какие обязанности жителей и какие обязанности и задачи поставлены для решения. Сегодня мы поэтому с вами и встретились. Да, мы готовы. Мы с вами часто встречаемся, согласитесь? Да, ежегодно. И будем встречаться, потому что на эту тему надо говорить и еще раз говорить. Вы сами какую оценку поставили бы функционированию данной системы, как специалист в этом вопросе? Если сказать функционирование, в принципе, я считаю, городские службы отрабатывают довольно-таки на высоком уровне. Если сказать состояние, скажем, объектов жилищно-коммунального комплекса, если провести анализ, да, действительно, есть участки, не без этого, и по всех других городах тоже присутствуют данные моменты. Из-за ветхих сетей, скажем, бывает больше аварий на сетях. То есть такие моменты, к сожалению, присутствуют не только в городе Грозном, но и в других городах. Ну, согласитесь, России. мы прошли через какие события,
если сравнивать с другими, говорю, городами России? Ну, мы даже сравнивание не уступаем в плане того, что еще в данный момент хотелось бы отметить. Мы сейчас работаем не на восстановление, а на развитие, Вот, скажем, на что я хочу перспективу. подчеркнуть, Да. о чем я и говорю. И на перспективу работаем. В принципе, все сети, которые мы уже меняем, реконструируем, это проводятся работы в плане увеличения, скажем, их мощностей с учетом увеличения количества жилплощади. То есть, если сказать о строительстве многоквартирных домов, объектов социальных учреждений, также частных индивидуальных домов, у нас, в принципе, мы видим как раз-таки последние годы, насколько большой объем работы проводит мэрия с застройщиками, и чтобы обеспечить данные жилплощадь необходимыми ресурсами, все эти вопросы тоже контролируются. И включаются различные программы и исполняются согласно плану графику. Поэтому, в принципе, система ЖКХ города Грозного есть к чему стремиться, но при этом работает, скажем, на высоком уровне. А с какими наиболее такими серьезными вызовами сталкивается данная сфера в настоящее время? Ну, у нас тут санкции, там еще какие-то вызовы. Ну, Есть ли тут какие-то проблемы для нашей системы? Нет, про санкции, если говорить, в принципе, для нас это, хочу сказать, наоборот, и в пользу пошло. И, В пользу пошло. Да, это отмечает и наш глава республики, Герой России Рамзан Ахмадович Кадыров. И нам, в принципе, их санкции абсолютно не мешают для оказания качественных услуг населению. В принципе, у нас проблем то, что они какие-то списки добавляют, абсолютно на нас это не влияет. Нам это не мешает? Да, не влияет и не мешает, и в принципе, если даже включает, это на руку нам будет. Мы работаем и развиваемся. Да, да. Хорошо, и тогда вот к чему хочу перейти, Муса. Скажите мне, как организовано взаимодействие с управляющими компаниями? Как вы оцениваете общее качество управления многоквартирными домами в городе? Если сказать, действительно, в системе жилищного коммунального хозяйства один из таких, скажем, направлений, где необходимо особое внимание уделять, это сфера управления многоквартирными домами. Поскольку мы тоже наблюдаем, смотрим, решаем, и в данном направлении с учетом требований федерального законодательства у нас разработан план действий по взаимодействию с населением, как раз таки, как я выше отметил. Именно в управлении многоквартирных домах собственники помещений должны активно по закону участвовать в деятельности управляющих компаний. То есть, если мы по закону прямо говорим, что многие жители многоквартирных домов говорят, что вот мэрия должна решать, мэрия. Но при этом они во всех сайтах и так все видят, все информация везде доступная, но пока им не объясняешь по закону, кто чем должен заниматься, многие ошибочно думают, как и в советский период, за содержание жилищного площади отвечает государственное учреждение. То есть это как получается? Это не значит, что мэрия не контролирует данное направление, но при этом, согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, управление многоквартирными домами, управляющая компания отбирается самими собственниками помещений, либо товарищество собственников жилья или непосредственное управление. То есть, к большому сожалению, наши жители неохотно идут на контакт, скажем, контроля управляющими компаниями. В основном
все, кто обращаются, даже лично я с многими общаюсь, я даже иногда, ну, когда ко мне обращаются жители того или иного многоквартирного дома, я говорю, если хотите, добавьте меня тоже в вашу группу, я объясню, кто, как, почему, как должны решать эти вопросы. То есть именно содержание дома, чтобы контролировать по закону, должен быть у многоквартирном доме свой совет дома, который избирается общим собранием собственников всех помещений, то есть инициативная группа. Дальше эта инициативная группа должен взаимодействовать с управляющими компаниями насчет содержания, насчет капитального ремонта, насчет дополнительного какого-то оборудования, что поставить во дворе. У нас получается так, что никто этим вопросом не хочет заниматься, а хочет, чтобы кто-то другой этим занимался. Но это я тому, что по действующему законодательству объясняем. Несмотря на это, по поручению мэра города Грозного, опять-таки, мы это все вопросы контролируем. Любые вопросы, касающиеся содержания дома, которые не дорабатываются тем или иным управляющим компаниям, мы оперативно решаем. Несмотря, что есть управляющие. Да, несмотря на то, что жители активно не идут в контакт содержания своего же имущества. Несмотря, что есть управляющие. То есть я хочу, чтобы поняли люди, в индивидуальном там жилищном доме, скажем, у него своя прилегающая территория, да, вот, его прилегающую территорию он содержит во дворе. Также у каждого собственника помещения многоквартирного дома, то есть у него есть своя доля ответственности в этом управлении. То есть у него общее помещение, почему мы говорим. То есть на одной площадке 3-4 квартиры бывает. На одном подъезде много лестничных площадок. То есть все пользуются и лестничной площадкой. У всех там крыша единая, у всех подвал, у всех дворовая территория тоже один бывает. Поэтому бремя содержания общего имущества как раз-таки по закону несут сами же собственники. Лежит на плечах. Да, там собственник отвечает за свое имущество, он должен. Но при этом хочу сказать, что все вопросы мы контролируем, доводим до собственников. В этом направлении мы работаем. Как раз таки тут хочется отметить то, что мэр города Грозного нам уже дал задание. Мы на следующий год уже разрабатываем план по повышению информированности, опять-таки, жителей многоквартирных домов, чтобы тесно все могли быстро решить свои проблемы. То есть, если говорить, чем мы в текущем году занимались вот именно по многоквартирным домам, опять-таки по поручению главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, данные территории были распределены на сектора, то есть 89 секторов, то есть охватом там проведены работы порядка свыше 1200 многоквартирных домов. Это ремонт фасадов, порядка 500 детских спортивных площадок, это отремонтированы, заново практически, можно сказать, сделаны, поставлены урны, установлены уличные освещения. Также порядка уже на данном план у нас до конца года отремонтировать 2400 подъездов, из них порядка 2000 уже отремонтированы. То есть мы, несмотря, как я выше отметил, на какие-то нормы законодательства и недоработки, скажем, и жителей, и управляющих компаний, это вопросы на контроле находятся. Эта сфера тоже, в принципе, на довольно... У нас еще 2 месяца до конца года. Да. И мы успеваем. Не то, что успеваем, мы это все, как я отметил, по фасадам, по детским площадкам, все работы завершены. Сейчас вопрос идет о завершении именно ремонта подъездов, которые были определены как неудовлетворительные в начале года.
Очень актуальный разговор, но время эфира стремительно заканчивается. И у меня такой вопрос, который волнует всех наших жителей города Грозный. Зимний период. Что у нас тут, Муса, насколько город Грозный, столица Чеченской Республики, действительно готова к зимнему периоду? К обеспечению стабильного, я скажу, теплоснабжения в первую очередь. Ну, в первую очередь, да, действительно, вопросы осенне-зимней подготовки и запуска осенне-зимнего периода у нас постоянно находятся на контроле. Это после завершения отопительного периода сразу создается комиссия под председательством мэра. Эта подготовка идет не одним днем, скажем, а целый год. Поэтому система жилищно-коммунального комплекса города Грозного готова, и уже с сегодняшнего дня уже приступили к подаче тепла. 15 октября. Да, 15 октября мэрия города Грозного издала распоряжение. Сегодня включаются котельные, подключается запуск, подключаются многоквартирные дома с централизованным отоплением к подаче ресурса. И буквально прежде чем сюда зайти, я тоже промежуточно каждые 2 часа получаю отчет, я дальше отчитываюсь мэру. В принципе, начиная там с сегодняшнего утра, практически на 80% все объекты уже тепло подано. До конца вечера будет подано все оставшиеся, там идет поэтапная подача. И тут хотелось бы отметить тот факт того, что при запуске централизованного отопления каждый многоквартирный дом там проводятся пусконаладочные работы. Но для этого необходимо немного времени. Там это может быть от 1 дня до 3-4, в зависимости, как идет пусконаладка общей системы. То есть и в прошлом году... Нужно понимание да, людей в этих случаях. Да, как на улице на самом деле не очень холодно нам, но при этом мы подали соответствующий ресурс, несмотря на то, что погодные условия у нас, в принципе, держится еще... Но мы в все среднем, предусмотрели. да, плюс 15, плюс 18 градусов. Все предусмотрено, работы выполнены. Если касательно именно теплоснабжения, у нас порядка 22 километров уже до начала ОЗП заменены сети ветхие, заменены котлы 11 единиц. Ну и все остальные необходимые оборудования, котельные, все подготовлены. Запуск, старт дан. В принципе, проблем, препятствующих прохождению осенне-зимнего периода, у нас не предвидится. Да, мала, хилма езер. Нахен его да хочурю, так антиавансацию на хил проблема хириат. Долш долума, нах ще заявка луш мичахуду ол ще юахиля цаеля хаэль че и службшна на востал холцунах, так отсюна ин ой службщу единая дежурная диспетчерская служба мэрии города Грозного. Так, и централизованную, циги заявки аельчане, на все любые заявки, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, если подать единую дежурную диспетчерскую службу мэрии, в принципе, они распределяют и по направлению, по управляющим компаниям, по ресурсоснабжающим. Это к вопросу, куда обращаться, если Да, да. И в первую очередь они должны, естественно, обращаться в свои управляющие компании, если там они или не умеют, или, не знаю, по каким-либо причинам они или не хотят туда обращаться. Есть специально выделенный канал связи мэрии, круглосуточной работы. Спасибо, что дали такую подробную информацию. Я надеюсь, что это наша не последняя встреча. Мы 2 раза в год встречаемся и продолжим эту традицию. Ну, в принципе, мы считаем, еще чаще надо встречаться, мы для этого готовы. Также, в первую очередь, ну, также хочется действительно отблагодарить наши службы информационные, то, что они всегда оказывают помощь, скажем, жилищно-коммунальному хозяйству.
действительно это необходимо для того, чтобы довести та или иная информация до потребителей, скажем. Поэтому мы готовы на взаимодействие, на все вопросы, для решения всех вопросов, касающихся и жителей города Грозного, и всех, кто заинтересован в жилищно-коммунальном комплексе. Спасибо. Еще раз спасибо и еще раз удачи вам в вашей работе. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Отражение» на телеканале «Войнах». И заместитель мэра города Грозный Муса Тутуев. Вы сами все слышали. Если есть какие-то вопросы, вы знаете, куда обращаться. Но развитие структуры ЖКХ города Грозный идет. И это очень хорошо. И напоследок, не забывайте, не бывает плохого отражения у времен и народов. Плохое отражение бывает у людей.